10 новых скважин, блок-модульная подстанция мощностью 630 киловатт, насосная станция второго подъема и 2 резервуара емкостью 40 кубометров. Работы на Альтиевском водозаборе начались в марте 22-го. И за неполные 2 года большая часть реновации завершена. Мощность модернизированного водозабора и станции очистки воды – 24 тысячи кубометров в сутки. Этот объем позволит закрыть многолетнюю проблему водоснабжения Назрани и ряда поселений Назрановского района. Работы этих 10 скважин будет достаточно. Соответственно, образом и уменьшение электроэнергии будет, как мы думаем. Ну, для нас главный сейчас, чтобы по линии люди дополнительные резки не сделали, чтобы у нас работа шла по плану. Еще до недавнего времени на этом участке было 8 старых скважин, из которых работали только 4. И технически они значительно отличаются от новых. Над каждой скважиной возвели павильон. В нем также располагается все оборудование, необходимое для эксплуатации водозаборного узла. Это насосы, контрольно-измерительные и пусковые приборы. Эти скважины будут добывать суточную норму где-то 24 тысячи кубов воды. Как вы видите, вот эти домики, вот в этих домиках находятся насосы глубиной 200 метров, скважины находятся. И вот, как видите, водозабор построен, уже все там соответствует. И тут старые мы тоже не хотим убирать, потому что будем их в резерве держать. Также проложено более 3,5 километра водопровода от насосной станции второго подъема до площадки резервуара в Назране. В рамках первого этапа построена станция ультрафиолетовой очистки воды на существующих площадках резервуара в Назране, Альтиевском округе и Барсуке, а также соответствующие объекты энергоснабжения. Всего на модернизацию Альтиевского водозабора было направлено более 500 миллионов рублей. Здесь у нас стоят насосы второго подъема, центробежные насосы. Вот в этом помещении они стоят. Они будут подавать воду до 11 участка. Там стоят у нас 6 насосов, 4 рабочие, 2 резервных. И они будут подавать воду на Альтиевский участок, 11 участок. И там будут накапливаться бочки, и оттуда самотечно будет уже вода подаваться для населения. Альтиевский водозабор – один из важнейших объектов водообеспечения в регионе. Он подпитывает Альтиевский, Гамурзиевский, Насыркорский административные округа и часть Назрани. Альтиевский водозабор построили в 1960-х годах. Изначально он питал станицу Карабулакскую и город нефтяников Малгобек. Позже распределение изменилось, и к водозабору подключили Назрань со всеми ее округами – Барсуки и Газиюрт. Население муниципалитетов стало намного больше – около 150 тысяч абонентов. Поэтому воды сегодня на всех не хватает, особенно в летнее время. Поэтому и было принято решение о модернизации объекта. Обновление стало возможно благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным. Мы подключили уже насосную станцию ультрафиолетовой очистки воды. И вот в течение 2 недель пусконаладочные работы произведем и начнем подачу воды. Старая насосная станция находится в ветхом состоянии. Часть оборудования давно вышла из строя. Более того, насосы расходуют большой объем электроэнергии. Двигателя к этим насосам большие, поэтому они расходуют электроэнергию очень много. На новой станции будет 4 насоса работать, 2 будет резервных. Но резервных тоже мы будем включать в летнее время, когда они будут хватать. Ну там будет до 20 тысяч, 4 тысяч будет подача, а у нас в старом водозаборе до 20 тысяч только доходило. Плюс 4 тысячи кубов – это большой показатель, и не только кубов воды, и снижение электроэнергии тоже будет. А что станет с этими насосами? Вы их ликвидируете? Нет, водозабор у нас будет в резерве стоять. Также на территории водозабора продолжается строительство административного здания. В следующем году уложат кровлю, проведут внутренние работы, коммуникации. Также построят контрольно-пропускной пункт, насосную станцию 3-го подъема и водовод протяженностью более 6 тысяч метров. Продолжение вот этого этапа у нас до 2024 года. Эти все благоустроечные работы они заложены на следующий год. Станция УФО уже закончена. У нас остались на данный момент пусконаладочные работы. Так, процентов у нас все, 95, почти можно сказать, 100% готовность есть.
остались вот пусконаладочные работы. Строительная компания возведет внутреннюю ограду, асфальтирует площадки и озеленит территорию, а также установит видеонаблюдение. После запуска объекта подача воды поднимется с 16,5 тысяч до 49,5 тысяч кубометров в сутки. Потребность на данный момент составляет чуть больше 44 тысяч кубометров. Разница будет направлена на водообеспечение Барсуки, Плиева и Газиюрта. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.